Я здесь уже был однажды, но не заходил внутрь. Самое время Испугался. расчехлить твою башенинскую Лишить невинность. меня башенинской невинности? Ну ладно. Она была построена через год после того, как ты родилась. В каком году? В 1908. Все же ты про меня знаешь. Baby, ми нами турбоджигар, то наче целе виль ангасар. Міля мин чош, мукалчино інмар, інвожо і талмас, і накарно і шкар, карожі. Кичишу і скозібай, Это одышка у меня. Слишком длинная лестница. Представляете себе мина, да, или бомба? Хорошо, что она сейчас в музее. Все бомбы должны лежать в музее. Ну что, делаем пш. Вообще-то, на самом деле, это почти одна из моих мечт. Правда? Что, пойдем я тебя отжарю? Переснеем. Ну что, пойдем я тебя пожарю? Вот. Жарь, 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 жарь. Ой, 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 ой. Американ, Удмуртия, Шаркан, Мурджол, Гулбеч, Пеймы, Чулан, Эктон, прямо Лапасулын, хип-хоп. Привет, я Денис, А я Вера. и мы команда Супер Удмуртия. Мы путешествуем по Удмуртии, потому что она супер. И сегодня мы находимся в городе Сарапул. С чувашского Сарапул переводится как желтая рыба красивая, прям как я. Напомаженная, классная рыба. И мы отправляемся в путешествие по Сарапулу. Камон! Ого! Ну вот мы и на даче Башенина. Ну, здравствуй, дача. Башенина, кстати, очень уважали сарапульцы, потому что он был классным меценатом и очень много вкладывал в город. Вообще, если честно, я бы тоже хотела такую дачу. Вот пригласил пермского архитектора Турчевича. И вот в таких царских палатах у нас учатся наши ребятишки. Зал отреставрирован. До потолка 8 метров. Здесь 4,5. Я ничего не вижу, я не смотрю. Сейчас что-то будет. Заходите, дорогие гости. Здесь, в этом зале, уже все готово. Здравствуйте. Для живые картины. Примерив самые разные костюмы, можно оживить нашу картину. Давайте попробуем. Давайте. Вот это, кажется, мое. Вы можете присесть на стульчик и взять зонтик. Ага, сейчас я сфотографируюсь в Инстаграм. Так давай вместе тогда. Чик-чик. Поставь на таймер. Давай. Чик. Ну что, фотография 19 века готова? Тут 30 секунд, подожди. Теперь точно готова. Сделали. Ручку можно согнуть, шляпу возьмем в руку, вот эту. Барышне руку положим на плечо. Прекрасно. Как ты себя ощущаешь в этом костюме? Ощущаю себя графом Назаровым. Богатый помещик. Все есть. Все дамы твои, Удмуртского королевства. Ну что, нас ждет второй этаж, дача Башенина. Я даже не представляю вообще, что там может быть. Красиво, я бы уже здесь постоял бы еще часок бы, повпитывал бы. Ладно, куда сейчас пойти? В бассейне искупаться или в тренажерный зал? Кстати, отличное место для фотографий, Для фотосессии, кстати, да, это отличное местечко. Самое главное — фоточки в Инстаграме, потому что если нет в Инстаграме, значит не был, понимаешь? Здесь очень часто снимают свадьбы, потому что место, правда, очень такое эпичное. А это картинная галерея. Маленький домашний музей. Айвазовский. Нам рассказывали, помнишь про эту картину? Да. Что это обложка. Не обложка, старой... это картина, и эту картинку использовали в азбуке? старых букварях и азбуках. Буквари и азбуки, точно. Короче, снова мурашки по коже от того, что от каждой комнаты практически, в каждой свое настроение, и вот в этой прям... А здесь удовлетворят вообще свой интерес люди, которые любят изобразительное искусство. А ты думала, дом деревянный? Я думала, дом деревянный, да. А на самом деле он... И я, кстати, узнал об этом только сейчас, поднявшись на чердак, что он на самом деле каменный. Смотри, сколько снегирей. Это вороны, Вера.
Смотри, только здесь на чердаке можно увидеть систему отопления, то, как отапливали дома раньше. Увидеть-то можно, а вот почувствовать не очень. Тут как-то прохладно, да? Холодная? Дача Башенина – это действительно одна из главных причин посетить город Сарапул. И не только. Вообще Сарапул называют Прикамской Барселоной за его архитектуру. Загуглила. Но даже без связи с Барселоной Сарапул очень самодостаточный, красивый город. Мы приехали вот в дачу Башенина и, побывав внутри, пропитавшись всей этой атмосферой, хочется задержаться, замедлиться и почувствовать еще этот город и это место. Там знаешь, что находится? Нет. Знаешь, потому что делаешь вид для камеры. Это купеческая чайная. Мы сейчас пойдем там чайку попьем. А этот маленький самовар называется «Эгоист». Естественно, понятно, почему у него такое название. Вера, можно мне чайку? Нет, Ну, чуть-чуть. нельзя. Ну, молю. Это только мой чай. Самовар эгоист. Только для тебя. Почувствуй ты дачу Башенина. Ну что, мы ее от супер удмуртили. Вау. Да, и сейчас мы едем в Сарапульский краеведческий музей. Шортеремлен сөзулез, наламортгияна пужиятем, 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 пужиятем. Оказывается, на месте Сарапула раньше было село Вознесенское. Потом его переименовали в Слободу Сарапуль, а потом в город Сарапул. Я теперь понимаю, почему мне один фрик в Ижевске, в моем городе, сказал Сарапуль, Ливерпуль, потому что Слобода Сарапуль. Ну, для кого фрик, а для кого бывший, да, Вера? Называй так моих бывших. Вообще, Сарапул не очень удмуртский город, насколько я поняла. И тут совсем мало удмуртской атрибутики, даже какие-то узоры, ну, какие-то вот не удмуртские. Короче, я вот что понял. Можно просто приехать в музей и посмотреть, но можно приехать в музей и снимать про это какой-нибудь ролик или даже фильм. Ты в это погружаешься как будто глубже, что ли, поэтому будете здесь, обязательно снимайте себя. Извините, пожалуйста, мы опоздали. Первый урок у нас будет чистописание. Чистописание. Как, кстати, у тебя с чистописанием? Ты домашку сделал? Нет. Для вас прописи. Не получается у меня надавливать на... Я не умею давить. Я бы так хотел еще поучиться, на самом деле. Прийти так вот. А я хочу для вас предложить решить задачку из задачника наших гимназисток. Давайте, я тоже помогу. Поймали гуманитария за хвост, отлично, пойдемте. Условия. Торговец купил 27 пудов кофе за 432 рубля. Весь этот кофе он потом продал за 567 рублей. Сколько рублей прибыли получено им на каждый пуд? Вычитаем, получаем разницу. Правильно. Но можно было решить быстрее. Можно было найти сначала общую прибыль 567, минус 432 и разделить все на количество пудов. Пудов, да. Ответ 5 рублей с одного пуда. Хороший. 5 рублей. 5 рублей. Ну, в общем, да. Учитывая... За 10 рублей можно было купить хорошую дойную корову. Вот это бизнес. Смотри, я чернилами написала «Супер Удмуртия». Да, я видел, ведь мы со второго дубля снимаем. Ну что, это краеведческий музей города Сарапула. Здесь вы можете посмотреть, познакомиться с историей Сарапула поближе, писать чернилами и решить задачку из старого гимназистского учебника. Как Если тебе? вам хватит усидчивости, вам еще и на
пианино сыграет. Мы в Смолино, здесь живет 99 человек. Место, куда мы приехали, это, собственно, кузница и двор кузницы. Это практически градообразующее предприятие, деревнеобразующее мероприятие. Да, и здесь живет единственная в Удмуртии женщина-кузнец. Поэтому сегодня мы пакуем. Пакуем. Minä en siellä töitin, minä kistoda, töit sandak, minä en siellä töitin, minä kistoda, töit sandak, minä en siellä töitin. Александра, традиция идет, она же не с вас началась, да? Вам кто-то передал эти знания, навыки, или вы сами однажды такая, а почему мне не начать железо? Все правильно, это была моя идея. Серьезно? Да. До конца я доучилась в техникуме на дизайнера и сказала родителям, все, хочу в кузницу. Я говорю, иди. Пошла искать. Искала. Была в нескольких кузницах в нашем городе. В принципе, женщина, откуда руки растут, непонятно. Какой опыта никакого. Зачем пришла, тоже непонятно. До свидания. Ухожу в расстроенных чувствах. Куда идти? Может быть, в Ижевск ехать учиться у кого-то. И за мной из этой мастерской выбегает дядька. Грязный, черный, небритый, страшный, вообще ужас. Весь в саже. Говорит, хочешь работать? Приходи, я тебя научу. Пришла, дал в руки сначала мелок. Нарисовали эскиз, потом железку, болгарку, молоток, подвел горну, научил ковать, колотить, разговаривать с заказчиками, считать материалы, подбирать краски и так далее и тому подобное. А через полгода замуж позвал. Он уже тогда влюбился? Сняли, да? Да, видимо, да. Это была love story. Ребята, мы заходим в кузницу, это важнее, чем эта блогерша. Пойдемте. Лепи надо поднять доверху, а затем, по мере того, как они опускаются, немножечко поддавать. Так это так просто. Да, самое главное правило. Я повелительница огня. Сейчас будут искры. Эта операция называется «оттянуть конец». Оттянуть конец. Звучит, конечно, довольно странно, но суть в том, чтобы сделать край заготовки плоским. Так будет его легче и краше загнуть. Поддаем? Качаем, да. В Смолино смысл фразы «оттянуть конец» только один. Он имеет отношение к, собственно, кузнечному мастерству. Да, горячий. Никаких вторых смыслов, ребята, расслабьтесь уже, расслабьтесь. Итак, мы продолжаем оттягивать конец. Мы его уже оттянули. Да. Мы его теперь закручиваем. Закрутить конец. Так просто? Пока горячий, конечно, это просто. На холодную оно скорее загнется не в ту сторону и не так, как надо. Кстати. Хорошо? Ешь, да. Так, сейчас буду показывать. Вот по этому краю со всей дури. Нормально? Надо поправить. Ну, Александр, сказав, что надо подправить, немножко сделал мне комплимент, конечно. Для меня только исправлять полностью все. Но это пока.
Кугнемеда, кугнемеда, кугнемеда. Эй, тон, мёс мылон, кугнемеда, бырот на тон, кугнемеда, кугнемеда, кугнемеда. Вообще-то, на самом деле, это почти одна из моих мечт. Правда? А что сейчас происходит здесь? Он, кроме того, что остывает, Еще и закаляется. вот А, вот так закаляется сталь. Именно. Закрываем. Теперь думаем о том, что уже есть. Самое ценное, самое дорогое. Готово? О коте ведь можно думать, да? Мурчик, мой котик. Сейчас. Да. Отныне этот оберег ваш и будет защищать именно то, о чем вы подумали. Поздравляю! Спасибо. Ну что, мы в деревне Смолино, на кузнечном дворе Морок. И только что вот в этой чудной кузнице мы себе сковали вот... В общем, не объяснить, что это, не объяснить, как это делается. Это нужно приехать, попробовать своими руками, побыть в этой атмосфере тепла и такого бесконечного железного творчества. Это очень вдохновляюще, очень тепло на душе. Самое интересное, мы забыли спросить, что же означает морок. Что это такое? Похоже, кто любит «Властелин колец», там, знаете, есть такое царство Мордор, большое, горячее, но там негативный окрас. Но что такое морок? Морок – это предшественник Деда Мороза, древний зимний бог-кузнец. Он заковывал реки в лед, и как только вы услышите, что идет треск по рекам и озерам зимой, и деревья трещат, знайте, это морок своей кувалдой бьет. Вот. Ну, а лучше и не закончишь, как говорится. Мы, профессионалы, в конце всегда говорим «вот». Что остается? Ставим многоточие здесь. Вот я зуб даю, что я сюда приеду летом, поставлю палатку и сам вот такие вот изделия буду делать. Здорово, спасибо. Спасибо большое. Спасибо большое. Это не формальности, ребята, это искреннее чувство. Я серьезно вам говорю. Никаких формальностей. Мы не на камеру это делаем, я вам говорю. Ну что, мы сегодня побывали в Сарапульском районе, были на даче Башенина, в Сарапульском краеведческом музее и заехали сюда, в деревню Смолино, в кузнечный двор Морок, где сами ковали классные металлические штучки. Как это называть, вы определитесь сами, когда сами это попробуете. Но это наша первая точка, это наше первое путешествие в рамках проекта «Супер Удмуртия». Мы продолжим это делать, в том числе с вашей помощью. Рассказывайте, рекомендуйте, куда мы можем поехать. Куда? Например, в Инстаграме мы уже существуем, нас там уже почти 300 человек, а еще ведь ничего даже не вышло. Но совсем скоро все появится, и мы будем радовать вас чаще. Шерьте, лайкайте, подписывайтесь. Делайте дэнс.